Президент в своем обращении, он конкретно просит обменять долг на строительство ГЭСов. Ведь здесь опять-таки вопрос о профессионализме и компетентности тех должностных лиц, которые занимаются этими вопросами, которые должны контролировать этот процесс, а не просто заявили и забыли. Что делать со смогом? Те же депутаты говорят, ну хорошо, ну давайте проконтролируйте, доведите до конца все эти идеи. Президент же сказал, что по этому проекту 16 миллионов евро пропало. Так что нельзя говорить, что ничего не сделал. Президент Садыр Джапаров сделал обращение, где он обратился к странам-партнерам и международным финансовым институтам с предложением обменять внешний долг Кыргызстана, это 4,2 миллиарда долларов, на зеленые инициативы. Насколько эта политика возможна? Сама схема, она еще в 90-х годах, и эту идею предлагалась еще при первом президенте, при втором, при третьем, при четвертом президенте. И как только они поднимали, я изучал эту схему. Вот, когда в 90-х годах я в Польше изучал польский опыт и понял, что тут должна быть системная политика. Эта схема предусматривает, как говорится, соответствие интересов как со стороны доноров, так и со стороны реципиентов, получателей, так сказать. И должно достигаться согласия. То есть, вот, допустим, страны Европейского Союза, они заинтересованы, они проводят акцентированную политику по охране окружающей среды, по зеленой экономике. Соответственно, мы тоже должны демонстрировать свою заинтересованность в реализации этих природоохранных схем. И не только проявлять заинтересованность, но и показывать своими конкретными практическими шагами. Вот. И они отслеживают, как это будет. И, соответственно, вот, допустим, возьмем польский опыт. Когда они, ну, помните, социалистический блок развалился, Польша граничила со странами Евросоюза, и было очень много трансграничных загрязнений по воде, по воздуху. Вот. И, соответственно, страны Западной Европы, потому что были устаревшие промышленные предприятия, и страны Западной Европы были заинтересованы, чтобы вот эти трансграничные загрязнения, так сказать, не наносили вреда их экологии. И они пошли навстречу, но выдвинули ряд условий, что давайте будете убирать загрязняющее производство, внедрять отечественные технологии. И вот этот внешний долг, который у них был где-то 32 миллиарда долларов, они согласились наполовину. Но опять-таки под их контролем. Под их контролем, то есть создавались фонды специализированные по водным ресурсам, там экологический банк специализированный, чтобы все те деньги, которые должны были идти за счет внешнего долга, они действительно шли целевым направлением, а не так, чтобы, так сказать, да, мы согласны, и нате вам деньги, а вы сами что хотите, то делать. То есть мы должны демонстрировать именно последовательную, долгосрочную политику в этом вопросе. Президент в своем обращении, он конкретно просит обменять долг на строительство ГЭСов. Это как-то повышает шансы этой инициативы и повышает ли шанс, что наше правительство доведет эту инициативу до конца? Да, безусловно, поскольку ГЭС — это безуглеродные источники энергии. И вот наш, так сказать, горный характер рельефа и то, что наша, так сказать, энергетическая инфраструктура построена именно больше на ГЭСах, она имеет очень большой, так сказать, потенциал и перспективы. Но это нужно проводить именно в рамках климатической, так сказать, наших инициатив. И то, что наш президент в Глазго в 2021 году объявил о том, что мы стремимся достичь углеродной нейтральности, я считаю, что это очень, так сказать, хорошая инициатива, и к ней прислушаюсь. Но уже прошло 1,5 года. А что конкретно было сделано за вот эти 1,5 года? Ведь здесь опять-таки вопрос о профессионализме и компетентности тех должностных лиц, которые занимаются этими вопросами. Это я имею в виду не только наше Министерство природных ресурсов, но наше Министерство иностранных дел, которое должно, так сказать, которое должно, так сказать, координировать этот вопрос. Я имею в виду и нашу администрацию президента или правительства, которое должно контролировать этот процесс, а не просто заявили и забыли. Вот, к сожалению, вот это мы часто провозглашаем хорошие инициативы. Я же помню, я сколько работал и при Акаеве, и при Бакиеве, и при Атамбаеве. Хорошие инициативы. Но когда касается конкретного практического исполнения, дальше этого ничего нет. Только благие пожелания. Что делать со смогом? Ощущение, что мы еще будем долгие десятилетия так.
Опять-таки мы упираемся в вопросы политики. Да, все признают, уже сколько лет уже этот вопрос поднимается. Сколько лет поднимается вопрос о мусороперерабатывающем заводе, мусоросжигательном заводе. Еще с 90-х годов. Но дальше слов дела не делаются. Те же депутаты говорят, ну хорошо, если вы депутаты, реально болеете за интересы народа, ну давайте проконтролируйте, доведите до конца все эти идеи. Потому что мы дальше слов у нас ничего не идет, к сожалению. Ну, президент же сказал, что по этому проекту по мусороперерабатывающему заводу там 16 миллионов евро пропало. Так что нельзя говорить, что ничего не сделал. Ну, конечно, понимаю. У вас не сложилось впечатление, что вся наша экологическая политика направлена на то, чтобы получать международную помощь? Грантовую международную помощь, осваивать, проводить пыль, бросать в глаза международному сообществу и нашим национальным, как говорится, ответственным лицам. А по факту что у нас происходит? В области климатической политики, я вот последние 10 лет уже даже больше работаю в этих вопросах. Вот почему, говорю, вот эту книжку написал, анализировал, сколько все эти документы, программы, отчеты. Ну, это, знаете, это просто так вот, пыль, что называется, бросить в глаза. Как называется ваша книжка, где его можно купить? «Экология, климат. Кыргызстан в 21 веке». Ну, я ее продавал, в сеть, раздавал в сеть этих магазинов книжных. Но она такая профессиональная, больше профессиональная. Ну, тем я вот раздаю тем своим коллегам, вот, тем, кто действительно заинтересован. То есть это убыточный, да? А? С коммерческой точки зрения убыточно получилось. Ну, для меня пока, ладно, бог с ним, я, так сказать, в проект, так сказать, за счет своих средств выпустил ее, потому что, думаю, это очень важно, эта идея, потому что, она здесь адресована на молодое поколение, потому что наши чиновники книги не читают. Они только думают, как бы отчитаться, я сам по себе знаю. А как стратегически все это выстраивать? Ну вы же дарите чиновникам, да? Да, дарю, конечно. Но они говорят, так посмотрят, да, красиво, это хорошее, ладно, и положили. А то, что содержится рекомендации неплохие. Да. Все тогда, да? Да, спасибо.